А вот мы знаем историю, да, из книги, получается, из сериала уже в центре внимания судьба татарской женщины, которая нашла счастье в межнациональном браке, так скажем. И в Татарстане достаточно такое полярное мнение о межнациональных браках, да? Как вы относитесь к этому явлению? Вы знаете, мне кажется, что межнациональный брак — это вообще самый главный, критерий мирного уживания наций и национальностей. И в Татарстане, насколько я знаю, доля национальных браков примерно 30%. Причем я интересовалась специально, смотрела статистику по советскому времени, это было тоже примерно 30%. И недавняя статистика, уже 2000-х годов, это тоже 27-30%. То есть эта доля неизменна. По-моему, это очень здорово. Это совершенно замечательный показатель того, что люди живут с людьми, а не татары с русскими или с другими национальностями. Я сама нахожусь в межнациональном браке. Мой муж мой русский, а у меня брат находится тоже в смешанном браке. И мне кажется, что постепенно, конечно, эта тема, она просто станет совершенно обычной темой. Поэтому я к этому отношусь совершенно замечательно. Больше того, я с гордостью рассказываю об этом за рубежом, потому что о Казани, о Татарстане знают не все. А меня достаточно много приглашают рассказывать о своих романах. У меня 2 романа. Я с презентациями иногда езжу и там рассказываю о Казани, представляю Казань. Я никогда не упускаю этой возможности. Я люблю очень свой город. Я всегда упоминаю, что это город, где стоят рядом и мечети, и православные храмы, и стоит тут же, кстати, и бывшая лютеранская церковь. И теперь она снова стала лютеранской церковью, когда-то была Домом культуры. Так что я об этом рассказываю с гордостью и всегда упоминаю эту цифру 30% доли смешанных браков.